Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас из столицы Среднего Урала, города Екатеринбурга. Меня зовут Ольга Викторовна Морева. Я сотрудник отдела редких книг, и запись моего выступления проходит из читального зала нашего отдела. Мое решение принять участие в межрегиональной научно-практической конференции «Книга на Сибирском тракте» связано с тем, что организаторы конференции предложили для обсуждения вопрос о вкладе павленковских библиотек в развитие территории. «Книжная провинция» – сборник Содружества павленковских библиотек. По моему мнению, он не только консолидирует творческие силы провинции, служит площадкой для встречи авторов из разных институций, но и способствует развитию книжной культуры территории. Издание сборника «Книжная провинция» было инициировано известным многим из вас Юнием Алексеевичем Горбуновым и общественной организацией Содружества павленковских библиотек. Первый выпуск вышел в Кирове в 2017 году. В аннотации к сборнику было сказано: «Сборник научно-популярных статей, инициированный Налинской центральной библиотекой, первый опыт изучения и популяризации издательско-библиотечного и библиофильского дела российской провинции в его прошлом и настоящем». Издание содержит статьи ученых, писателей, краеведов, работников библиотек и издательств 10 филиалов областей и республик Всероссийской общественной организации Содружества павленковских библиотек, действующей под флагом ЮНЕСКО. Опыт работы показал, что не стоит ограничивать круг авторов только сотрудниками филиалов павленковских библиотек и тех, кто с ними связан. У Юния Алексеевича возникла идея сделать выпуск сборника постоянным, но со сменой места его издания, без каких-либо ограничений, максимально широко привлекая тех, кому интересна судьба книжной провинции. С этой идеей он пришел к нам в библиотеку и нашел поддержку и понимание. После рассылки информационного письма в декабре 2017 года неожиданно для составителей было получено большое количество материалов – около 50. После отсева и предварительной работы было принято решение издать 2 выпуска с небольшим перерывом. Второй выпуск вышел в 2019 году, третий, надеемся, в конце этого года. Представлю вам издателя «Книжной провинции». Знакомьтесь, издательство «Кабинетный ученый». Издатель Федор Еремеев. В связи с нашим проектом и многими другими он демонстрирует свой интерес и участие к библиотекам и библиотечному сообществу. Нашим сборником «Книжная провинция» он занимался из любви к искусству, без каких-либо грантовых капиталовложений, какого-то другого финансирования или субсидирования, на волонтерских началах. Соглашаясь вложиться в наш проект, издатель рассчитывал на то, что тираж будет раскуплен, и на полученные деньги будут издаваться следующие выпуски. К сожалению, этого пока не произошло. Готовый 3-й выпуск до сих пор не напечатан. Возможно, сегодняшнее мое выступление поможет этому, и мы сможем издать его и продолжим на прежних договоренностях выпускать сборник «Книжная провинция». Авторы 2-го и 3-го выпусков не только из самых разных регионов Российской Федерации, от Южно-Сахалинска до Архангельска, но и из столицы Украины Киева. Они представляют разные сообщества профессионалов – научное, культурологи, филологи, историки, педагоги, а также библиотечное, краеведческое и библиофильское. На слайде вы видите географию нашего сборника. Структура для сборников была задана Юнием Алексеевичем. В каждом из выпусков одни и те же разделы – библиотечное дело, издательское дело и библиофильство. Некоторым исключением можно считать то, что одна из статей выступает заглавной для всего сборника. Во 2-м сборнике это публикация доктора культурологии Натальи Симбирцевой
из Уральского государственного педагогического университета. Ее статья «Андрей Павлович Ромашов. От повседневности к философии». В ней автор рассуждает о том, что такое провинциальный, какова роль провинции и провинциальных интеллигентов в российской культуре, почему провинциальная повседневность привлекает художников, писателей, поэтов и музыкантов. В третьем выпуске статья искусствоведа, младшего научного сотрудника сектора отечественного искусства XX века Екатеринбургского музея изобразительных искусств Екатерины Кустаревой, посвящена анализу авторской книги и альбома уральского художника Виталия Воловича «Мастерская». Виталий Михайлович 40 лет своей творческой биографии отдал книжной графике. Поэтому этот материал «Посвящение мастеру» открывает весь третий выпуск. Научно-справочный аппарат сборников состоит из списка авторов, а также аннотаций и ключевых слов на английском языке. Наибольшее количество статей в выпусках посвящено библиотечному делу. Истории как областных библиотек в Архангельске, Барнауле, Екатеринбурге, Петрозаводске, Рязани, Сыктывкаре, так и в малых городах и поселках России. Как формировались фонды, как проходила социально-культурная деятельность, кто стоял у истоков и продолжал традиции библиотечного дела в крупных и небольших библиотеках. На эти и другие вопросы отвечают авторы статей. В рамках темы о вкладе павленковских библиотек важно отметить, что в третьем выпуске есть статья Натальи Николаевны Ярославцевой «Хроника жизни павленковских библиотек России». В сборниках много визуального материала, уникальных фотографий. Не все, к сожалению, цветные, как хотелось бы, но для тех иллюстраций, где без цвета никак не обойтись, издатель сделал исключение. В разделе «Издательское дело» вниманию читателей предлагается блок статей, посвященных отдельным представителям провинциального книжного дела. Переводчице Марии Андреевне Шишмаревой, рязанским писателям Андрею Михайловичу Колобухову и Семену Игнатьевичу Лягину, оренбургскому редактору и библиографу Василию Васильевичу Завьялову, целым издательским коллективам, а также различным сериальным изданиям в Кирове, Уржумском районе Кировской области и Южно-Сахалинске. Завершает выпуски раздел «Библиофильство». Авторы этого раздела знакомятся со своими земляками, любителями и ценителями книжных богатств из Кирова, Краснотуринска, Нижнего Тагила, Слободского, Томска, Улан-Удэ и Ярославля. Сборники книжной провинции, инициированные Содружеством павленковских библиотек, новая традиция, которая складывается у нас на глазах. Надеюсь, что издание выпусков будет осуществлено. Почин Флорентия Федоровича Павленкова, начатый в конце XIX века, притягателен, и заданный им вектор на издание и распространение книг, развитие библиотек и книжной культуры в регионах продолжает сборник «Книжная провинция». Спасибо за внимание.